Вопросы взаимодействия в арктической зоне и ускорение строительства дороги Нарьян-Мар-Усинск стали центральными позициями в дополнительном протоколе к соглашению о сотрудничестве между правительством Республики Коми и администрацией Ненецкого автономного округа. Представительная делегация нашей республики с рабочим визитом посетила соседний регион. По словам губернатора НАО Игоря Кошина, только диалог глаза в глаза приведет к конкретным результатам и заставит подписанный документ работать. Виктория Палкина передает из Нарьян-Мара. Нарьян-Мар встречает делегацию из Коми ясным небом и дружелюбным солнцем, хотя еще накануне, по словам хозяев, дул сильный ветер. Погода явно располагает к продуктивной работе, да и программа этого визита более чем насыщена. Очень важно ежегодно уточнять те актуальные проблемы и вопросы, которые в нашем сотрудничестве, как хороших добрых соседей, возникают. Тем более, что в этом году, собственно, стала развиваться очень стремительно тема, которая для наших субъектов очень важна. Это тема Арктики. Очень много общих вопросов, потому что мы экономически, мы территориально, у нас общая река, у нас общая Тимана-Печора, у нас общая экономика. Для делегации из Коми это ответный визит. Последний раз в таком формате встреча проходила в июле 2014-го в Усыльме. Уже сегодня глава Коми рассказал о первых результатах тех переговоров. В центре диалога оказалось транспортное сообщение. 13 сентября как раз стоит уже в графике первый рейс, который договорились с коллегами, осуществлять опять же наша авиакомпания, там Сыктывкар, Нарьян-Мар, Киров и так цепочка. Транспортная составляющая в центре внимания и нового протокола к соглашению. Строительство дороги Нарьян-Мар-Усинск перешло в активную стадию. Выводить технику на свою часть магистрали власти НАО собираются в ближайшее время. В Коми долгожданный процесс уже набирает обороты. И все же, чтобы приблизить финал, два региона должны более плотно работать с тем же федеральным центром в этом вопросе, уверен Вячеслав Гайзер. Решение по строительству нашей основной наземной магистрали, которую мы строим, навстречу другу теперь, да? Хотя мы вроде и делаем для этого уже все возможное, и на федеральном уровне, и вы знаете, что мы в республике концессию запустили, чтобы эти 80 километров как можно быстрее сдать. Тем не менее, нам есть где еще объединить усилия для того, чтобы это более эффективно делать. Совместная работа в Арктической комиссии – еще один пункт этих переговоров. Здесь скорее обсуждали стратегические подходы и пока без конкретных сроков. Но и это, по словам Игоря Кошина, важная часть сотрудничества двух регионов. Тем более, когда речь идет о крупных инфраструктурных проектах, таких как Белкамур. Казалось бы, Белкамур и где там Ненецкий автономный округ. Но мы сегодня говорим о том, что мы с Республики Коми можем поднять железную дорогу до Индии. Мы сегодня прорабатываем вопрос о строительстве глубоководного, круглогодичного, незамерзающего морского порта. Да, это стратегия. Понятно, что он не появится завтра. Но если мы сегодня не будем об этом говорить, если сегодня мы не будем готовить документацию, если мы сегодня не будем обосновывать эти проекты, то их не будет ни через 5, ни через 10, ни через 100 лет. Замахнулись два региона и на крупный энергетический проект. Так из НАО в Коми планирует протянуть ЛЭП. Тогда у соседей появится доступ к мощностям Печорской ГРЭС. Но если это пока только перспектива, то об открытости и доступности высших учебных заведений республики для абитуриентов Ненецкого округа говорили уже сегодня. Своих вузов НАО нет, а специалисты нужны как воздух. У нас огромные потребности, конечно, в здравоохранении, специалисты в сфере здравоохранения. Университет. Образование. Специалисты, скажем так, связанные с нефтедобычей. И все, что с этим связано. Это геологи, нефтяники, буровики. Не остались в стороне вопросы сельского хозяйства и экологической безопасности. Коми готова развивать совместные проекты по переработке оленьих шкур. А в случае необходимости соседние субъекты бросят все силы на ликвидацию крупных межрегиональных нефтяных разливов. Одна из самых болезненных тем для двух регионов – это, конечно, судьба Печоры. Вопрос проведения многоуглубительных работ на одной из главных водных артерий севера России до сих пор остается открытым. Федеральный центр вроде как и знает о необходимости этого процесса, но пока дальше разговоров дело не идет. По словам Вячеслава Гайзера, только тесное взаимодействие Республики Коми и Ненецкого автономного округа помогут спасти Печору. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Ненецкий автономный округ.